Я помню, дед. В твоих жилах. Скоро придет герой во мех. Служи ему верой и правдой. Лука, не посрами меня. Не посрами меня, мой мальчик. Не посрамлю, дед. Мужчина должен погибать в битве. Я устал. Каждый да услышит и запомнит. Я, глашатай великого визиря, я, глашатай визиря, сообщаю вам ужасную весть. Дочь нашего князя, несравненная красавица княжна Твалта, бесследно пропала. Тот, кто сумеет отыскать княжну, получит в награду 500 золотых. Вы слышите? 500 золотых. Люди, вы хоть понимаете, какое это богатство? Да, деньги, конечно, немалые. Ну, а где искать-то ее? Эх, вот и надрывай горло для вас. Эх. Поехали. Конца меха нигде нет. Давай сюда этого смутьяна. Сейчас притащу. Пожалуйста. За что ты нас поносишь? Народ мутишь. Чем мы тебя так разгневали? По-твоему, значит, великий визирь обыкновенный разбойник? Нет. Ну, ты ведь говорил. А тебе сказал. А как визиря назвал? Посланцем дьявола. А про старого князя
что он совсем сдурел и кроме танцев ничем не занимается. Говорил? Говорил. Ублюдок. Ладно. Жизнь спасти хочешь? Очень хочешь. Я тебе уже ответил. Не груби. Так вот мы сейчас соберем людей, а ты выйдешь перед ними и скажешь: «Эй, люди! Никакого Вамеха не существует, его просто выдумали, вас обманывают!» Договорились? Жизнь дорога мне, Зорбек. Чудно. Но всего дороже правда. Так, ждешь Вамеха? Да. Ну что ж, отпустите. Кто ты? Сын своей родины. Значит, ты за Вамеха освободителя? Ну, само собой, за Вамеха. Давайте подожгем мельницу. Нет! Он мне нужен живым! Обойдите вокруг, быстрее! На, возьми вот это, друг. И во что бы то ни стало, отдай в руки самой княжне Твалце. Княжна куда-то исчезла, ее по всему княжеству разыскивают наемники. Обойди справа! Ты слева! Взять его надо живым! Ты должен непременно найти ее высочество. Это письмо Вамеха. Не теряй времени. Постой. У княжны есть служанка, Цисия. Это моя сестра. Скажи, что скоро встретимся. Про это не рассказывай. Постой. Это подарок Цисии. Мне он не поможет. Может, тебе послужит? Иди. А как же ты тут один? Я должен задержать их здесь. Поторопись, с Богом. Верзила, быстрее! Быстрее, ублюдки! Слушай, а какой он Вамех? Мне не довелось его видеть. Уходи. Что такое? В чем дело? Он зажарится!
Ваше Высочество, княжна... Цисия, ведь я просила тебя не называть меня княжной. Извините, Ваше Высочество. Извините, сестра Мария. Ты неисправима. Забыла уже, почему мы скрылись в монастыре. Ой, поскорее бы отсюда выбраться. Послушать тебя? Так я сейчас же должна броситься во дворец и выйти замуж за визиря. Что вы? У меня и в мыслях ничего такого не было. Просто разрешите вашей служанке немного покапризничать. Ты мне не служанка, а друг. Благодарю, Ваше Высочество. Опять? Простите, сестра Мария, не буду. Чего нам бояться? Тут в монастыре разыскивать вас никому не придет в голову. Ты ничего не понимаешь, Цисия. Визирь жаждет узнать тайну сокровища, а для этого ему нужна я. И где этот Вамех? Когда он появится? Мех придет. Обязательно придет. Если найдет время. Не стыдно тебе? Ну, стыдно. А за Алла мне жаль все равно. Цисия, Он не вас забывай... так любит. Не забывай, что я обручена с Вамехом. Я не забываю. А ты ведь пока ни в кого не влюблена? Если бы меня спросила княжна Отвал, то я бы ответила. А сестре Марии не полагается говорить о таких вещах. Приятно видеть, что у вас хорошее настроение. С Цисией не соскучишься. Прошу вас, садитесь, мать Ефимия. Как ни прискорбно, мне придется ваше веселье прервать. Ничего не поделаешь. У меня для вас весьма огорчительная новость. Мать Ефимия, извините меня. К вечерней молитве все уже готово. Я пришла, чтобы вам об этом сказать. Благодарю вас, сестра. Вы напрасно трудились. Я и так шла в молельню. Прошу прощения. Она такая грустная и такая красивая. Хорошая девушка. Она у нас уже год. Но, по-моему, так и не обрела душевного покоя. А почему она здесь? Однако вернемся к нашему разговору. Да-да, какая-то плохая новость. Вы, княжна, отныне должны будете отказаться от ваших прогулок вне стен нашего монастыря. Визирь обещал 500 золотых тому, кто поможет выйти на ваш след. Соглядатай визиря рыщут вокруг. Мы будем очень осторожны, мать Ефимия. Спасибо вам. Ну, кто хочет побороться с Бачо? Выходите! Положив всего 1 золотой, можно выиграть 10. Итак, неправдоподобный Бачо вызывает игроков. Добрать! Эй, останови! Бачо! Добро пожаловать. А ну пошел вон! Убирай! Эй, ты, глиста, не слышишь? Останови схватку! Итак, великан Бачо победил могучего Хвитю! Молодец, парень. Ну, кто следует? Почет разбежаться. Зачем ты остановить схватку? Мне все равно хоть в Петтен. Это был мой последний золотой. Ничего. У меня тоже последний. Пошел, молодец!
Ну, кто хочет? Господин, может, вы соизволите напомнить вашим людям, чтобы они уплатили мне мой труп? Один всего один золотой. Ах ты собака! Это вы в долгу перед нами за то, что мы бросили родной очаг и торчим здесь, чтобы защитить вас от разбойников Амеха! Ох ты, свинья! Может быть, вы, юность, а? Вы остановили схватку? А я подумал, что вам самому не терпится забрать 10 золотых. И напрасно подумал. А может, попытаетесь? Не имею такого желания. Будь я помоложе. Не отказывайся, сынок. Поднимись на помост. Я уверена, что ты победишь. Ну что ж, батё, видишь, совсем перевелись храбрецы, пойдем отсюда. Врешь, глиста, храбрецы не перевели. Что ж, посмотрим. Начало давай золотой. Если ты попробуешь на зуб мой золотой, я тебе ни одного не оставлю. Чего? Ни одного зуба! Батё, давай, Батё! Народ на тебя смотрит, непобедимый Батё! Что с тобой, Батё, вставай, Батё! Да неправильно ты не подаришь! А разве обязательно? Да. Ну что ж! Вот так! Батё, держись! Ты непобедимый, Батё! Вставай, Батё! Батё, вставай! Еще нет, у него еще много силы! Я его знаю! Батё непобедим! Я его знаю! По-моему, он тебе что-то хочет сказать, уважаемый. Батё, вставай, Батё! Ты что хочешь, с моей помощью избавиться от него, а? Тут, черт! Твоя дела! 10 золотых можешь насыпать вот сюда. Ну, чего ждешь? Денег с собой у меня и нету, но я тебе дам расписку, и ты получишь свои деньги. Ну, что разорались, что? Ты что? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Собери быстрее. Ничего, другой раз поговорим. Обрадовались. Да. На, подавись. Держи, 3 золотых твоих. Я не могу их взять. Бери, или ты прикажешь и с тобой бороться. Пошли. Что, Батё, он тебе сделал больно? Ничего, мы еще победим. Ничего, мой великан, не передевай. Თუთი სოფლისა და წესით ჟამით აქვე გორდება, გუნდა სტოლი ახვება და ზვავი აბობოხდება, ჩვენი მოთმინების ძაფიცილება და მოკდება, მოსახდენი მოხდება. ცხრაზეცა გაიხსნება და იქუხებს ხამეხი, როცა ჩვენ და იმედად გამოჩნდება ვამეხი. У жизни скоротечной есть закон. Рождает камень грозную лавину. Чтобы урожай собрать, зерно посеять надо. И в единении непобедимые люди. Разверзнется 9 небес, 9 громов прогремят, и содрогнется сильно земля, когда герой придет Амех. Гляньте, мой конь! Его конь! Пс. Эй ты! Не ходи, собака! Сюда! Не двигайся, свинья! А? Как ты посмел? Что, я нищий? Извините. Шапка мне мешает петь, вот я и снял ее. Простите меня, отец. Мне нечего бывает есть, у меня нет крова над головой, но считать меня нищим никому не позволю! Да еще раз погляди. Хватит. Теперь ты... Спасибо тебе. Задорос. Слушай, имей совесть, дай другим Смотри. посмотреть.
Хватит. Фу. Ну, довольно насмотрелся. Прысь отсюда! Сколько тебе? 15. Рано еще. Смотри. Хватит. Отойди. Джадо! Вы еще принесли! Еще барышня принесли! Какая честь! Спасибо! Ты посмотри! Какая! Хватайте их! Скорей, держите! Хватайте! Скорей! Хватайте! Собака! Держите их! Обыскать! Обыскать! Ну? Деньги и письмо. Кому письмо вез? Ну, отвечай, мерзавец. Сам ты мерзавец. Сейчас же бросьте его в тюрьму к Боте. Убирайтесь отсюда! Убирайтесь! Стой! Стой, кому говорят! Держите прямее! Хорошо! Красиво! Молодцы! Выше руку! Эй! Хорошо! Что же не весел, мой старый соратник? Сам не знаю, мой повелитель. Уж не старость ли к тебе подкралась? Не без этого, не без Танцевать, танцевать надо почаще. Не с моей-то подагрой, повелитель. Куда же ты? Я же пошутил. Странный человек. Позвольте мне отлучиться, о повелитель. Как всегда, ты печешься о государственных делах, мой верный визирь. Я всего лишь выполняю свой долг. Поступай так, как считаешь нужным, только не забывай посоветоваться со мной. Безусловно, мой повелитель. Выше руку! По-другому я бы не осмелился действовать. О, повелитель, припадаю к стопам вашим. Прискорбно сообщать вам это, но высокочтимую княжну Твалту мы до сих пор обнаружить не сумели. Мы стараемся как можем, обшариваем каждый закоулок, но пока все впустую. Но духом мы не падаем. Клянемся, что рано или поздно мы отыщем княжну. Замолчи, болван! Мою дочь разыскивают? А я ничего не знаю об этом. Прошу понять меня, повелитель. Заботясь о вашем нежном сердце, я не посмел доложить об исчезновении княжны. Так получилось. Прошу простить. Ты будешь изгнан, если моя дочь не найдется через 3 дня.
того вы злые, что на вас папы не смотрят, а мне только пальцем поманите моя. Что ты смеешься? Побыстрее, побыстрее! Повесем! Вот тогда посмеешься! Вот тогда! Думаешь, простим тебя, что ты 5 наших уложил? Мерзопакостник! Пошли! Идем. Плевать мне на их прощение. Можете убираться. До обеда не будите? Как тебя зовут? Лука. Это ты плюнул в рожу Зорбеку? Я. Что ж ты такой грустный? Здорово били? Не очень. Да. Так мы дождемся собственной казни. Как ты думаешь? Цепи сейчас за меня думают. Цепи, говоришь? Ну и седлище у тебя, брат. Это еще что? Ты, может, и стену пробьешь кулаком? Зачем стену портить, когда дверь есть? Это уже 5-е послание. Видимо, Вамех любит писать письма. Да. Согласен со мной? Да, великий визирь. Вамех сегодня весьма опасный враг. А проникнув в тайну сокровища, он станет неуязвим. Вот почему нам так нужна Твалта. Удивительно. Как мы ничего не смогли выудить у дочери такого глупого князя? Твалта очень умная девушка, Зорбек. Кроме того, княгиня Кристина, умирая, взяла с нее клятву перед иконой, что она откроет тайну только Вамеху. Я этого не знал. Ты многого еще не знаешь, Зорбек. Да, страшен Вамех, его сила. Но еще страшнее то, что за ним поднимется весь народ. Тогда нас с тобой повесят, мой Зорбек. Ты понимаешь? Повесят вместе. Я готов, о великий. Что, висеть со мной? Нет, просто, ну, как бы это... Зорбек, я признаю верность только по расчету. Для меня нет без вас пути, о великий. Молодец. А сейчас давай решать, что нам делать с Твалтой. Князь рассвирепеет, если мы не найдем ее в срок. Еще не дай бог братанец свой забудет и начнет думать. А что он может? Не забывай, что все-таки он правитель этого народа. А мы с тобой чужаки тут. Выходит, надо сделать все, чтобы найти в срок. А может быть, на месте ее и прикончить, тогда сам дьявол не доберется до сокровища. Изверг ты, я ведь собираюсь ее взять в жены. Простите, о великий. Ее приданное трон мне вполне подойдет. И сокровищами я распоряжусь поумнее, чем этот Вамех. Давай сюда этого болвана. Сейчас. Как ты сам туда ворвался, милый ты мой? Орал на весь дворец. Вам что было велено? Доносить только мне, тайно. Что это с ним? Я его уговорил сунуть язык в пчелиный улей и чуть подержать. А ну покажи. Шутник ты, Зорбек.
Ну, хватит, время у нас сейчас не то, чтобы веселиться. Убери его, быстро. Теперь одна у тебя забота, Зорбек. Твалту найти хоть под землей. Стой! Это не в счет. Чего местишь? Насморк. Простыл, наверное. Что за шум? Наверное, этот сумасшедший буянит. Тагур? Да. Где пойти или кости бросить? Вообще-то тебе положено. Почему? Потому что я твое начальство. Играть с тобой не буду. С начальством не положено. Ладно, бросай. Везет ли тебе? Чего ломаешь дверь, ублюдок? Я тебе покажу. Болван! Ублюдок! Чего надо? Почему стучишь? Хочешь получить наследство? Какое? Очень дорогой перстень. Покажи. Пока не могу. Почему? Я его проглотил. Что теперь делать? Придвинься, на ухо скажу. Поближе. Открой дверь, не то шею сверну. К стене. Заткни ему руку. Ага. Убери руку. Тише! Погляди на него. Что с ним такое? Посинел весь. Вроде задыхается. Тише! Умоляю вас, не затыкайте мне рот. Я кричать не буду. Не любишь яблок? Нет, насморк у меня. Носом не могу дышать. А если закричишь? Нет, клянусь всеми святыми. Вот так. Так. Что хотел этот бешеный? Ничего. Сколько вас здесь? Меня здесь всего один, совсем один. Никого со мной нет. Оставили все меня, все ушли куда-то. Кони Один ваши я где? совсем. Внизу лошадки. В конюшне стоят обе. Берите, для вас не жалко. Для вас ничего не жалко. Вот мой меч. Только белая лошадка кусается вот так. Ау! Вот. Я совсем один. Никого со мной нет. Все оставили меня одного. Что поделать, видно, такая у меня судьба. И вы тоже оставите меня одного. Да, я на вас не в обиде. Ну ничего, у зала мы отменно пообедаем. Он твой друг? Да. И он поможет нам найти княжну? Да, только не говори ему отвальте до обеда, а то останешься голодным. Видишь? Вот это имение зала. Тогда вперед! Хоу! Здесь живет зал. В этом замке? Да, в этом замке. Смелей, за мной!
пообедаем. Добро пожаловать. Зал! Идем, идем. Варлам! Кто такой Варлам? Управитель замка, идем. Варлам! Варлам! Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, Варлам! да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Да! Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должников нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помоги моей родине, помоги ей, Господи. Да! Да! Что вам угодно, молодой человек? Мне ничего. Табаку. Зал, дружище, как я рад тебя видеть. Зови Варлама, пусть накроет стол. Его здесь больше нет. Как нет? Я отпустил всех своих людей. Это Лука. Мы с ним бежали из Кбоды. Добро пожаловать. Так что я одно только и знаю. Письмо было от Вамеха. Передать его надо было княжне Твалте. Да. Вы оказались в сложном положении, мой друг. Но, по моему убеждению, если вы объясните княжне, что случилось с письмом, она вас поймет и простит. К тому же то, что оно послано, может что-нибудь значит для Твалты. Да, но княжна Твалта пропала. Ее по всему княжеству разыскивают. А тому, кто найдет 500 золотых в награду. Как же это? Ее кто-то похитил? Похитить ее никто не мог. Люди визиря с нее глаз не спускали. Тогда куда же она делась? Она исчезла накануне помолвки с визирем. Ясно теперь? Придон. Вот кто должен что-то знать. В твоем возрасте, уважаемый Придон, путешествие должно быть утомительным. Стариков все утомляет, Зорбек. И это все, что ты хотел от меня узнать? А? Нет, я очень любопытен. Вот хотел бы узнать, где сейчас твоя крестница, княжна Твалта? Известно это тебе, мой дорогой Придон? Само собой известно, дорогой мой Зорбек. Ну тогда ты поделись этой тайной со мной. Мне будет очень приятно, и ты почувствуешь облегчение. Так поделись. Негодяи! Не надейтесь ни Твалты, ни сокровища не видать вам.
Ну что ж, как говорится, дают — бери, а пьют — беги. Молю Тебя, Господи, дай покой истерзанному народу моему. Пусть придет поскорее освободитель Вамех, и да вернутся разум и достоинство к бедному моему отцу. Боже милостивый, сердце мое принадлежит благородному залу. Дай мне силы победить эту любовь. Господи, снизойди к молитве Твоей рабы. Я молилась и умерщвляла плоть, но не смогла побороть в себе любовь к мужчине. Боже милостивый, прости мне грядущий грех мой. Воины великого визиря выражают вам свое сочувствие. Если вам так жаль расставаться со своим дружком, мы уложим вас к нему в могилу. Только придется немного подкоротить, а то еще не поместятся. Что будем делать? Подождем Верзилу. Да некогда нам, спешим мы. Ну подождите вы хоть минутку. Сказано тебе, времени у нас нет. Стой! Тогда ты испробуешь мой клинок. Вы пожаловали в нашу страну как наемные убийцы. От ваших притеснений стонет народ. Предлагаю вам убраться отсюда. А если все же останетесь, пощады не будет. Вы слышали, что он сказал? Это нам пощады не будет! Ты сейчас сам у меня запросишь пощады! Прикрой меня со спины! В город нам лучше добираться поодиночке. Лука, знаешь, где трактир Йовелла? Найду как-нибудь. До встречи. О, великий, здесь какая-то монахиня утверждает, что знает, где скрывается княжна Твалта. Пусть войдет.
Присаживайтесь, прошу вас. Мне известно место, где пребывает Валта. Одну минуту. Да вы сядьте. Спасибо. Я пришла, чтобы сообщить вам, где... Силован! Принеси мне сюда 500 золотых. Нет, нет, это вы напрасно. Мне никакого вознаграждения не нужно. Силован, можешь идти. Значит, вы ко мне не ради вознаграждения пожаловали. Почему же вы тогда здесь? Прошу прощения, великий визирь, но разве я пришла для того, чтобы исповедоваться? Ну что вы от вас? Никто этого не требует. Попробуем порассуждать вместе. Приходит юная красавица, предает другую красавицу и не берет вознаграждение. Самый простой вывод. Между ними стоит молодой, красивый мужчина. Скрыть от вашей проницательности, что бы то ни было, невозможно, великий визирь. Ну, раз это так, очень прошу, ничего мне не говорить. Что? Не найдя надежды и покоя в жизни мирской, вы ушли в монастырь навсегда, решив провести жизнь в постах и молитвах. Но на вашем пути встал случай, который отнял у вас душевный покой и толкнул на весьма неразумный шаг. Да, все это истинная правда. Но вы откуда ее знаете? Я очень хочу проникнуть в тайну, которой вы обладаете, так как страстно влюблен в ненавистную вам особу. Но подумал я, вот как вы будете жить на этом свете? У вас не будет ни одного близкого человека. Ну, а вы про это думали? Все окружающие вас ненавидят вас, но самое страшное не это. Ужаснее всего то, что вы возненавидите себя. Ну, а я, великий визирь, чей долг справедливость, ну каков же я буду? Построю свое счастье на минутной слабости ни в чем не повинной девушки. Я смогу жить! Вы про это думали? Вы оказались благородным человеком. Я ничего вам, ничего не скажу. Благодарю вас. Встаньте. Вы удивительно сильная девушка. Силован, проводи сестру. А те 500 золотых я жертвую вашему монастырю. Прошу вас. Что же касается наших с вами безответных чувств, то хотя я и приложу все возможные усилия, но вряд ли чего-нибудь добьюсь. В таком случае величайшим утешением мне будет сознание того, что Богу было угодно соединить два беспредельно любящих сердца, мои Твалты и вашего Заала. Она в Кладакарском монастыре. Что скажешь, Зорбек? Это Лали, о великий. Она была влюблена в Заала. Она и сейчас влюблена. До монастыря я доскочу за каких-нибудь 2 часа. Куда ж ты все эти дни скакал? Я делал все, что было в моих силах. Много же у тебя сил. Отвезешь ее в мой замок. Считайте, что она уже там. Седлайте коней! Вы что, не слышали? Быстро! Одноглазого зови! Зорбек, где Твалта, говори. Заал, ты здесь? Я спрашиваю.
спрашиваю, где она? Я не знаю. И потому ты убил Придона? Он мне ничего не сказал. Напал на меня первым. Мне пришлось защищаться. Заурбек, ты ведь меня хорошо знаешь. Но я действительно не знаю, где Твалта. Ты можешь мне перерезать горло, но это так. Не дай бог, чтоб я тебе это припомнил. Зила, возьми двоих и догони его. Сядь живым или мертвым. Остальные за мной. Быстрее, быстрее, олухи. Ослы. Фио! Фио! Приветствую вас. Здравствуйте. Фио! Ой, что с вами? Давайте в телегу. Давайте. Ой. Ну, что воды, с вами? Воды. Сейчас. Воды, ради Вот. бога. Вот, пожалуйста, пейте. Вам лучше? Благодарю вас. Ой, мамочки, как вы меня напугали. Моя спасительница. Ну все, довольно. Что ты, радость моя, это только начало. Нас могут увидеть. Не трогай меня. Нас увидит мое счастье. А потом ты меня забудешь. Я ведь люблю тебя. А ты поклянись. Клянусь Нукзаром. А кто это Нукзар? Это мой маленький братик. Значит, любишь? Я ведь Нукзаром поклялся. А? Ой. Какая из дорог ведет в город? Все в город ведут. Но тебе, сынок, лучше ехать по той дороге. Спасибо. Да, просто удивительное равнодушие к танцу. Где осанка? Есть ли у тебя какие-нибудь новости здесь? Утешь меня. Безусловно, есть новости, и очень утешительные. Я просто не смел оторвать вас от ваших занятий. Говори же. Мы напали на след вашей дочери, мой повелитель. Так что вы скоро сможете прижать ее к своему любящему сердцу. Веселее! Да, может, вам нужны люди? Я бы дал 2 человека, но для этого танца мне не хватает еще 3. О, повелитель! Слава Богу! Значит, она была здесь. Да. Около 2 недель тому назад. Княжна Твалта почтила наш недостойный дом своим присутствием. Не буду вам объяснять, насколько я был горд. Но потом Придон счел, что здесь опасно, и увел ее. Куда увел? Понятия не имею. Он мне ничего не сказал. Где он мог спрятать ее?
Где спрятал? Не знаю, мой рыцарь. Кто мне доверит такую великую тайну? Да. А может, у матушки спросить? У какой еще матушки? Одна знахарка, которая княжне прислуживает. Она неподалеку живет. Здесь, в лесу. Баку сейчас же скачем к ней. А как слуга? Мы назначили ему встречу тут, у Йовела. Вот молодец. Внук твой? Да. Спасибо. До свидания, друзья. Его отец ушел к Вамеху. И вот сколько времени прошло, а он как будто в воду канул. Спокойно, поесть не дадут. Ах, вот вы где! Этим мечом клянусь. Я отомщу за смерть своих товарищей, которых вы, гнусные и подлые трусы, убили в неравном бою. Даю торжественную клятву, что я собственной рукой зарублю этих негодяев и вырву их сердца. Еще не поздно, Зорбек. Обрати свой взор к добру и милосердию. Милосердие Господне не беспредельно, вспомни это. Неужели не боишься, что Господь обратит на тебя свой гнев? Княжну Талку нашли! Мальчику мне помогите! Увозят! Увозят княжну! Помогите! Шевелитесь! Шевелитесь, бездельники! Ну, кому говорят? Господь, Быстрее! безбожники, Быстрее! безбожники! Гореть вам гене огненной! Господь все видит! Он тебе отплатит! Постарайтесь! Зорбек, Хватит умения. изверг ты, изверг! Не бери грех на душу! Проклятие падет на ваши головы! И да будут прокляты на веки веков потомки Прощайте, ваши! И Хватит дети, и внуки, Бога. и правнуки! Будь проклят, Зорбек! Будь проклят! О, Боже! Что тут у вас? Княжну Туалту похитили, силком увезли изверги, нечестивец Зорбек. Храбрый юноша, помоги! Осторожен, будь, их много! Вы их Храни нагоните тебя по волчьей Господь! тропе! Верзила, очнись! Ко мне!